Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112», в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как мужчина попал под колеса иномарки на улице Салимжанова в Казани. Он живой в сознании, выходит, ругается. Пострадавшего с переломом ключицы, ребер и таза экстренно госпитализировали. Покажем, как утром в Казани сгорел вахтовый автобус. И сауна отеля в Малых Клыках. А также больше 1200 литров алкоголя с признаками подделки изъяли у мужчины в Челнах. И там же, на контрольном посту полиции, у наркокурьера нашли 2 килограмма наркотиков. Дверь как разбирали, да? Подождите. Подожди, вы говорите только, не надо. Вот здесь, да? Это и не только прямо сейчас. Нетрезвый 38-летний мужчина, перебегая дорогу на улице Салимжанова в неположенном месте, оказался в больнице со множеством тяжелых переломов. Он сквозь плотный поток машин преодолел 3 полосы движения. До заветного безопасного газона оставалось всего 2 метра. Но мужчина не учел, что по крайней правой полосе едет Hyundai Solaris. И через мгновение оказался на его капоте. Товарищу сбитого мужчины повезло чуть больше. Он бежал на полшага впереди, и машина его не задела. Куда так торопились мужчины, что ради этого рискнули жизнью и здоровьем, спросила Вероника Гайнудинова. У сбитого 38-летнего мужчины медики диагностировали перелом ключицы, таза и ребер. Удар был сильный. Ботинок пострадавшего слетел с ноги и отлетел от места наезда на десяток метров. Но после ДТП мужчина был в сознании. Он живой в сознании, выходит, ругается. Бежал через дорогу он не один, с товарищем. Ему повезло больше, он был чуть шустрее. Ну, нам просто вот в этот дом надо было пойти. Из-за этого вот перебежали. Посмотрели, справа все нормально вроде было. Я прибежал, все нормально, и вот он, видимо, как-то опоздал. Водитель Hyundai говорит, никак не ожидал появления на дороге пешеходов. Здесь ни светофоров, ни пешеходных переходов. Когда увидел бегущих навстречу судьбе людей, пытался избежать наезда. Но от судьбы не уйдешь. Тот потом побежал, я ехал по этой полосе. Вот тот, который вот в кепке стоит, он успел побежать. А тот за ним, я ехал по этой полосе. Этот прошел, я-то думал, он меня увидит. Он как увидел меня, короче, сразу начал побежать. Пробежать. Я с этой полосы ушел в ту полосу, но все равно вот так. Пьяный, вон, кто-то водки, вон закуску. Пешеход и не скрывает, собирались в гости, взяли гостинцы. Если закуску еще можно употребить, то напиток утерян безвозвратно. В магазин приехали на такси. Идти до перехода было лень. Далеко, да и выпитое уже дало знать. Мы выпили вот по бутылке пива вот до этого, когда сюда приехали. Мы сюда на такси приехали. Машина, говорит водитель, новая, тем более куплена в кредит. И повреждения бампера, капота, стекла и стойки его совсем не радуют. Тем более, что осознавал перспективу лишения водительских прав. При этом пешеход и не скрывал, они сами не правы. Вот смотри, вопрос такой. Не могли бы вот 100 метров туда, 100 метров туда пешеходный переход? Могли бы. А вы прямо по дороге, вы можете жизнь человека ломать. Налево, направо. Ну это же ничего не означает, просто вы должны на пешеходный переход. Я хочу сказать, что вы неправильно поступите. Понятно дело, что мы неправильно поступили. Вот. То, что сейчас будет на этой машине, будете оплачивать. Степень виновности и водителя, и избитого пешехода теперь будут устанавливать на детальном разборе происшествия в автоинспекции. В расчет будет приниматься и тяжесть травм, полученных сбитым мужчиной, и, исходя из этого, в дальнейшем определяться и наказание. Вероника Гайнудинова, Нель Абдулин, «Вызов 112». 21-летнего молодого человека сбил водитель Hyundai Solaris на пешеходном переходе на улице Космонавтов. В факте наезда сошлись и автомобилист, и пешеход. Разногласия вызвал вопрос, чья в этом вина. Каждый из них утверждал, что двигался на зеленый свет. Я думал, все остановились, я посмотрел. То есть я направо-налево посмотрел, сразу побежал. Резкий удар. Сначала понять не мог. Я смотрю ручками в сторону, сам катился. Молодому человеку сильно повезло, удар пришелся по касательной. Он рукой задел лобовое стекло и телом ручку водительской двери иномарки. Я подошел, спросил, как состояние, может ли болит, нет, особо ничего не болит. Скорую вызвали сразу. Он, скорее всего, оттуда гнал. Либо же он, я не знаю, выезжал со двора. Я сам понять не мог.
Потому что когда я посмотрел уже в ту сторону, там все стояли, не здесь все стояли. Врачи диагностировали у молодого человека ссадины и ушибы. Поводов для госпитализации они не нашли. Водитель иномарки уверен, в своих травмах виноват только он сам. Человек идет на автобус в другую сторону дороги. И у меня вот там следы есть, что он ударится прямо сюда. Я вот по этой полосе ехал, по второй полосе. Он бежал оттуда к автобусу. Здесь стоял автобус. Я его не увидел, он ударится прямо в середине машины. На водительскую сторону. Ехал на зеленый. Кто на какой свет двигался, установить будет несложно. Перекресток оборудован камерами наблюдения. И исходя из этого будет приниматься решение о степени вины каждого из участников этого происшествия. Иван Сарафанов, вызов 112. 12-летнего ребенка спасли пожарные, еще 90 человек эвакуировались самостоятельно. Ранним утром на номер вызова пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в отеле в поселке Малые Клыки. К моменту прибытия пожарных подразделений было сильное задымление в неэксплуатируемой сауне на первом этаже. С открытым горением на площади в 4 квадратных метра. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Микроавтобус «Пежо» сгорел сегодня дотла на улице Баттершина. Предположительно, это была вахта одного из интернет-магазинов. Пассажиров в момент возгорания в салоне не было, а водитель вышел в магазин. Прибывшим на место пожарным потребовалось полчаса, чтобы потушить пламя, но за это время автобус выгорел полностью и восстановлению уже не подлежит. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Больше 1200 литров алкогольной продукции изъяли сотрудники отдела экономической безопасности у жителя Набережных Челнов, который торговал 5-литровыми баллонами со спиртным. Собственно, при продаже он и был задержан. Откуда ему было знать, что покупателями выступили стражи порядка? Вытаскивать пришлось много. Мужчина продал 8 баллонов. Оперативники усмотрели в них признаки контрафактного изготовления и досмотрели весь автомобиль. Там нашли еще 40 5-литровых баллонов со спиртным. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий на территории гаражно-строительного комплекса, арендованным фигурантом, обнаружено и изъято более 65-литровых пластиковых баллонов с алкогольной продукцией, а также в Тукаевском районе в одной из деревень, в жилом доме, обнаружено и изъято 140 5-литровых пластиковых баллонов, наполненных алкогольной продукцией с признаками контрафактного изготовления. Общий объем изъятой продукции превысил 1200 литров. Образцы отправлены на экспертизу, которая должна дать ответ, опасны ли для здоровья эти напитки или качество алкоголя соответствует нормативам. Но продавался и хранился он без соответствующих лицензий и разрешений. Уже исходя из результатов экспертизы, в отношении мужчины будет приниматься процессуальное решение. Алсу Ахмедзянова, вызов 112. Курьера, перевозившего больше 2 килограммов наркотиков, задержали автоинспекторы на контрольном посту полиции при въезде в Набережные Челны. 35-летний житель Твери сдал себя сам, причем стандартно. Сильно нервничал, когда его остановили и попросили документы. Держать себя в руках, когда в машине груз, который тянет на пожизненное заключение, довольно сложно. Вы заявили, то, что имеется в двери запрещен предмет наркотиков. Да, хорошо. Вот в этой двери? Да, вот. Кроме этого больше нигде нет, верно? Когда понял, что приехал и дальше пути нет, он все рассказал и даже активно помогал автоинспекторам найти то, что так тщательно прятал. Дверь как, разбирали, да? Подождите. Подожди, вы говорите только, не надо. Вот здесь, да? Говорите. Отсюда? Сам он, видимо, к делу подходил тщательно и аккуратно, чтобы не было заметно, что обшивку снимали. И сильно переживал за сохранность машины, хоть и понимал, что вряд ли уже когда-нибудь на ней поедет. Внизу. Это сломается. Надо раскрутить болты сначала. Это снимать? Болты внизу надо раскрутить. 4 свертка по полкилограмма каждый. Автоинспекторы нашли там, где и указал мужчина. Эксперты позже подтвердили, это синтетические наркотики. Молодой человек пояснил, что примерно месяц назад в одной из социальных сетей ему поступило предложение о трудоустройстве на работу курьером по перевозке наркотических средств, на что он согласился. Позже посредством мессенджера с ним связался работодатель и предложил перевести партию наркотиков из Московской области в Магнитогорск за $1200 США. В Челнах ему предстоит задержать
продолжаться по крайней мере до суда. Где будет отбывать наказание, станет ясно после приговора. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Именно покушение и сокращает максимальный срок лишения свободы до 15 лет. Вероника Гайнудинова, «Вызов 112». И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.